Традиционно в конце года студенты всех курсов сдают итоговые экзамены. А в Институте педагогики, кроме этих испытаний, ежегодно проводятся заключительные концерты. Хотя испытаниями их назвать тяжело. Для будущих артистов выступать на сцене, да еще и для столичных музыкантов – одно удовольствие. Эдуард Борисович Абдуллин – выходец из Уфы. Как и нынешние молодые музыканты, он с детства мечтал посвятить себя искусству. И его мечта сбылась. Теперь он известный российский музыковед, профессор, заведующий кафедрой методологии и методики преподавания музыки Московского педагогического государственного университета. Приехать в родной город, дать мастер-классы студентам БГПУ очень волнительно и приятно, признается знаток музыки. В последнее время популярностью пользуются телевизионные шоу, направленные на выявление талантов с периферии. Обладатели хороших вокальных данных и танцевальных способностей имеют возможность за короткие сроки путем стараний заслужить любовь большой публики. Каждый вокалист мечтал бы повторить судьбу Дины Гариповой, но одного голоса и харизмы недостаточно для того, чтобы стать знаменитостью, считает Эдуард Борисович. Почему в целом им не участвовать? Вы знаете, особенно в исполнении народной башкирской музыки. Это великолепно. Так что вот тут не все так просто. Участвовать в конкурсе – это всегда риск. Вот. Если хорошая нервная система, если человек смотрит с уверенностью в будущее, несмотря на неудачи, точно 100% надо посылать. Разножанровый концерт, подготовленный студентами музыкально-хореографического отделения, показал, что к моменту выпуска наши студенты становятся широкопрофильными специалистами. Взять, например, студентку 3-го курса Эльзу Бадрединову, профессиональный конферансье, обладатель гран-при вокального конкурса в Болгарии, участник народного ансамбля народного танца «Кружева», отличница и просто красавица, воплощение идеального студента педагогического вуза. Но не только сцена ждет профессионалов. Школам необходимы специалисты, от которых зависит духовное и творческое развитие будущего поколения. Особенно в тот момент, когда уроки музыки в школах начинают преподавать с 1 по 11 класс по 2 часа в неделю. Если 2 раза в неделю с 1 по 11 класс по 2 часа уроки музыки, а Георгиев говорит о том, что в каждой школе звучал школьный хор, то понятно, что ваша профессия, она впереди ждет очень хорошие ожидания. Получить 5 приятно каждому, а особенно приятно, когда твой труд высоко оценили профессора главного педвуза страны. Сессия закрыта на отлично.